Значит, первый вопрос, который у нас имеется, это вопрос о Дублине. Что такое Дублин и почему его вообще применяют? Регламент Дублин-3, как его часто называют, это нормативный текст Евросоюза, регулирующий права на убежище в соответствии с Женевской конвенцией для иностранцев, которые обращаются с просьбой о предоставлении убежища в одну страну и впоследствии задержаны в другой стране, или же сами обратились в другую страну. Этот текст устанавливает простой принцип, по которому первая страна, в которой был сделан запрос на убежище, или в которой были сданы отпечатки, или была получена виза, ответственна за рассмотрение и окончательное решение просьбы об убежище. То есть, если человек сдался в одной стране, и у него сняли отпечатки, или он получил визу в одну страну, и далее уехал в другую страну и попросил там убежище, вторая страна не обязана рассматривать его просьбу об убежище и имеет право после определенного процесса депортировать этого человека вот в ту первую страну, где он сдался или имел визу. Это обязательно так должно быть? Это регламент, который принят всеми членами Евросоюза и дополнительными странами, которые А вот эта страна, входят. где человек второй раз сдался, эта страна может по своему усмотрению просто взять и оставить его? Вот это уже далее у нас идет второй вопрос. Она может. То есть второй вопрос у нас был, какие основные страны Европы входят в регламент Дублина, как я уже говорила. Это, во-первых, 28 стран Евросоюза, основные из которых Австрия, Бельгия, Германия, Франция, Польша, Нидерланды, Голландия, как мы ее часто называем, а также еще дополнительно 4 государства, не входящие в Евросоюз, которые являются Норвегией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейн. Далее, например, какие могут быть препятствия для применения Дублина или по какой причине Дублин могут отменить. Одна из причин, по которой могут отменить Дублин, это члены семьи. То есть в статье 16 самого регламента предусматривается, что если члену вашей семьи, мужу, жене или детям до 18 лет предоставлена международная защита во второй стране прибытия, в этом случае Дублин могут отменить. То есть о родственниках можно также и заявить в тот момент, когда вас задержали в первой стране. То есть, например, у вас взяли отпечатки пальцев в Польше, но ваша жена где-то находится во Франции или в Германии. Здесь вы можете также заявить о том, что она уже получила там статус беженца и что вы хотите с ней воссоединиться. Здесь вас попросят письменно и ваших родственников, и вас написать о том, что вы хотите воссоединиться, и тогда уже они обязаны как бы отправить вас в ту страну для рассмотрения вашего ходатайства об убежище. А после 18 уже не играет, да, никакого? После 18 лет уже есть другая вот причина, но здесь уже не обязательно могут вас воссоединить с вашими членами семьи. Могут быть, например, выявлены члены семьи как отец, сестра, брат или же дети старше 18 лет. В том случае, например, если кто-то из вас или ваши родственники, или вы, например, серьезно болен или страдает от тяжелого недуга, или вы очень престарелый человек, например, и один из вас зависит от поддержки другого, который может оказать такую поддержку, в этом случае уже вторая страна не обязана автоматически вас отправлять к вашим родственникам, но может по рассмотрению этих причин отменить Дублин. Но здесь уже должна быть какая-то связь, то есть с родственниками, будь это ваша сестра или брат, и вы нуждаетесь друг в друге, хотели бы, например, можно это предоставить, как бы объяснить, что мы хотели бы быть и жить в одной стране рядом, потому что имеются такие-то такие причины. То есть адвокат не может наставить или требовать, да, чтобы воссоединили? Да, в этом случае нет, но в случае того, если ваш муж, вот непосредственно ваша семейная ячейка, то есть муж, жена или дети до 17 лет находятся в другой стране, здесь, да, можно требовать. Далее есть статья 17 Дублинского регламента, которая предусматривает причину дискреционного решения властей отменить Дублин и рассмотреть просьбу об убежище. То есть здесь, несмотря на то, что вторая страна, где вы пребываете, вправе применить к вам Дублин, власти же все же решают по личному усмотрению оставить вас в этой стране и рассмотреть просьбу об убежище. То есть они отменяют Дублин по своему усмотрению личному. Здесь, например, очень важно при допросе властей, который происходит в процедуре Дублина, при первом допросе, при первом собеседовании, объяснить всю ситуацию с просьбой об убежище. То есть власти могут даже, выслушав все причины
вашей просьбу об убежище решить так, что они предпочитают рассмотреть вашу просьбу об убежище в их стране. Например, можно также указать причины отъезда вот из первой страны, будь то Греция или Польша. Например, это могут быть плохое обращение или плохие условия в первой стране прибытия, или любые какие-то другие причины, по которым вы предпочли именно второе государство для рассмотрения просьбы об убежище. Здесь уже власти решают лично по своему усмотрению. Это бывает довольно редко, но в случае большого потока беженцев, например, в Германии или во Франции, когда были большие потоки беженцев из Сирии и так далее, часто очень применяли именно вот эту статью 17, чтобы как-то более-менее распределить поток беженцев. И если все беженцы, прибывшие в Грецию, например, должны были остаться там, такое большое неравновесие. Далее есть две последние возможности отмены Дублина по причине несоблюдения сроков, установленных в процедуре, но их мы рассмотрим вот именно после следующего ответа, то есть как проходит процедура Дублина, как и сколько длится и идет этот процесс. Процедура Дублина проходит в 3 этапа. Если власти страны, где вы находитесь, решили, что за рассмотрение вашего ходатайства отвечает другая страна, к примеру, Польша. Например, они определили это после собеседования с вами, потому что вы указали, что вы проезжали через Польшу. Они информируют эту страну, которую вы покинули, в течение 3 месяцев с момента подачи вашего ходатайства в новой стране. Если, например, ответственность другой страны установлена на основании ваших отпечатков пальцев в системе Евродак, где фиксируются все отпечатки пальцев, то информация первой стране будет направлена не в течение 3 месяцев, а в течение 2 месяцев с момента обнаружения отпечатков. Вот эти сроки очень важны, потому что если власти не отправили информацию о вас за эти сроки, то страна, где вы находитесь, уже вторая страна, должна рассмотреть ваше ходатайство о предоставлении убежища. То есть власти должны вот соблюдать именно вот эти сроки, 3 или 2 месяца, чтобы проинформировать первую страну. Но обычно власти работают оперативно, довольно быстро, это случается крайне-крайне редко. Далее, страна, в которую, уже 2-й этап, после отправки информации о вас, страна, в которую направляют информацию, обязана ответить в течение 2 месяцев, если вы просто ее проехали, не сдавшись там, или в течение 1 месяца, если вы там уже просили убежище, или в течение 2 недель, если обнаружили ваши отпечатки пальцев. Если страна не отвечает в установленные сроки, это все равно значит, что она приняла на себя ответственность за ваше ходатайство и согласна принять вас обратно. Ее ответ важен только в том случае, если она говорит: нет, не присылайте к нам этого человека, мы не будем рассматривать его ходатайство об убежище. В противном случае присылает она позитивный ответ или же вообще молчит, все равно вас отправляют в эту страну. Единственное, я хотела сделать одну заметку для тех, кто получил окончательный отказ в предоставлении убежища в первой стране и потом, например, едет в другую страну, чтобы сдаться, попытаться там. Если власти второй страны узнают, что в первой стране прибытия вы получили окончательный отказ, то есть из первой инстанции, из Рекура вам полностью дали отказ, и вас должны были вообще депортировать, то они могут решить либо направить просьбу в ответственную страну, чтобы она вас приняла обратно и потом сама депортировала, либо начать сама процедуру вашего возврата на родину. Обычно это тоже не всегда происходит. Все-таки предпочитают отправить в первую страну. Ну вот получается, человек, который получил отказ, например, окончательно в Польше, и, допустим, он приехал в Германию, и есть у него большой риск, что Германия все-таки депортирует его в Россию. У него есть, да, риск. Германия может, например, принять такое решение, если у них есть точный ответ, что этому человеку дали окончательный отказ в первой стране, смотря по ответу, который они получат именно с первой страны, то они могут сами заняться его депортом. То есть решение, которое принято в одной стране, оно распространяется на все страны, то есть везде будет это решение важно, действовать. Да. Это и есть принцип Дублинского регламента. Просим убежище только в одной стране, и далее как бы не едем в другие страны. Вот это именно для того и сделано, чтобы вот предупредить, чтобы люди не ездили в разные страны и продлевали свое нахождение на территории Евросоюза, как бы подавая в разных странах просьбу об убежище. Далее уже идет последний этап,
после ответа первой страны идет последний этап, то есть после получения официального или молчаливого согласия первой страны власти приступают к третьему этапу, к переводу в другую страну. Здесь уже вы будете переведены в течение 6 месяцев с того момента, как другая страна примет на себя ответственность. Или же, если вы решите оспорить решение Дублина, потому что его можно тоже оспаривать перед судом, административным судом, у вас есть для его оспаривания здесь именно во Франции 15 дней. Или же в течение 6 месяцев с момента решения суда, эти сроки могут быть продлены до 12 месяцев, если человек находится в заключении во второй стране, то есть его держат под охраной, и это может занять кое-какое время, то есть срок могут до 12 месяцев растянуть. Или же до 18 месяцев, если человек сбежал от властей. У властей есть от 6 до 18 месяцев, чтобы депортировать человека в первую страну. А 18 месяцев, эти 6 месяцев включают в эти 18 месяцев? Или еще 18 месяцев добавляют? Нет, это, то есть он продлен от 6 до 18. Это все вместе 18 месяцев. Опять же, если вас не отправили в первую страну по истечению срока депорта, то есть 6, 12 или 18 месяцев, вы уже можете обратиться префектуру города, где вы находитесь, для того, чтобы попросить свидетельство о предоставлении убежища, которое позволяет человеку подать уже заявление о предоставлении убежища в компетентные органы. Здесь, опять же, важно, что если человек получил окончательный Дублин, и его должны переотправить, но он решает оспаривать в суде этот Дублин, даже, например, человек, которому уже отказали в первой стране полностью в убежище, да, он может перед судом, например, оспорить это решение, попросить его оставить и рассмотреть заново его просьбу об убежище в новой стране и предоставить здесь все причины, например, почему он решил сюда приехать, почему, может быть, например, как и далее у нас в следующем вопросе говорится, он считает, что его просьбу об убежище рассмотрели несправедливо, например, его отказ был несправедлив, или у него были плохие условия в той первой стране. Вот все причины, которые у него есть, он может предоставить, чтобы попросить административный суд оставить его и убрать Дублин. Далее, если административный суд отказывает, он опять же может подать на апелляцию против первого решения административного суда. Это происходит довольно очень кратчайшие сроки, поэтому... То есть на 6 месяцев не получится, да, это растянуть? Да, это нет. Вот когда уже перед административным судом оспариваем решение Дублина, здесь уже нужно действовать очень быстро и желательно с помощью адвоката, потому что очень часто систематические отказы выдаются. Далее был такой вопрос, что если, например, Польша вынесла несправедливое решение в отношении беженца, который потом попросил убежище в другой стране, рассматривает ли Дублинский регламент возможность отмены Дублина в этом случае? Такой возможности, к сожалению, прямо предусмотренной регламентом нет. Тем более, зная, что в случае отказа лицо, просящее убежище, имеет возможность оспорить это решение в той стране, где было принято решение об отказе. То есть он может обратиться в апелляционный суд, потом в Верховный суд. И далее, в случае процедуры Дублина, как я уже говорила, просящий убежище в новой стране, он всегда может указать причины, по которым он покинул первую страну и обратился за убежищем в новой стране. Во время своего интервью, вот как я сказала, в первом интервью с властями, очень важно вот детально объяснить, почему он покинул, какие-то выдвинуть свои причины в надежде хотя бы, что власти примут решение принять его заявление о предоставлении убежища по личному усмотрению в рамках статьи 17 регламента. Или же, так же, как я сейчас говорила, озвучить эти же причины перед судом. Но а так предвиденного в самом регламенте Дублина нету такой причины. То есть это очень сложно доказать, во-первых, что вам отказали несправедливо в первой стране. Нужно, во-первых, пройти все инстанции суда. Это важно, да? Это будет доказывать, что вы старались всячески оспаривать решения властей. Вот, нету, к сожалению, такой статьи в регламенте. Далее был вопрос, что мы часто слышим, что в таких странах, как Франция, Германия или Бельгия, в отличие от, например, Швеции, Норвегии или в Англии, Дублин часто отменяется, но мы знаем, что принцип Дублинского регламента везде работает одинаково. С чем может быть связана эта разница в ситуации с Дублином? Ну, прежде всего, думаю, это связано с эффективностью работы властей, конечно же, с эффективностью внутреннего закона. По причине внутреннего закона каждой из этих стран
касательно формальности самой процедуры передачи человека. В некоторых странах власти работают очень четко, то есть сразу человека вылавливают, отправляют, вот какие-то жесткие правила процедуры. Что могу сказать о Франции? Чаще всего люди, которые могут оспорить Дублин, это те, которые просто, скрываясь от властей в течение 6, 12 или 18 месяцев, смотря какая у них причина, ожидают истечения срока, чтобы далее пойти в префектуру и попросить уже вот новое разрешение для подачи убежища, потому что здесь уже власти обязаны рассмотреть заново их просьбу об убежище. Далее, как я сказала, это связано и с внутренним законом, то есть, например, во Франции, чтобы растянуть срок от 6 до 18 месяцев, власти обязаны доказать, что вы сбежали. Просто ваше непоявление, чтобы вас задержали и депортировали как бы по собственному желанию, не является доказательством, что вы сбежали. То есть это тоже нужно доказать, и доказательства должны предоставить сами власти, чтобы могли растянуть срок до 18 месяцев. Бывает, например, что в других странах этот вопрос намного строже рассматривается, может быть, в Швеции или в Норвегии, это как-то по-другому, да. Это же тоже зависит от политического настроения страны. Насчет миграционной политики. Именно эти настроения и рекомендации самих властей уже в структуры, которые могут ужесточить меры по борьбе с нелегальным нахождением беженцев. Здесь уже тоже, смотря какие играют настроения, какие были меры предприняты. То есть бывает большая чистка беженцев, и автоматические отказы очень четко прослеживаются, если есть какие-то отпечатки пальцев в другой стране, и вообще путь беженцев, и даже при допросе очень тщательно ведется допрос, какой путь человек, который просит убежище, провел с начала своей страны и до приезда окончательно во вторую страну, чтобы узнать, если он проходил какие-то границы. То есть об этом пути тоже очень тщательно спрашивают, чтобы применить более жесткие меры. Последний вопрос был, есть ли какие-то советы беженцам, которым применяется Дублин, как избежать Дублин. Из того, что мы с тобой сейчас говорили, самый лучший способ, самый эффективный, это избежание властей и переждать тот срок, в течение которого вас должны отправить в другую страну. Далее, конечно же, как я уже и говорила, то есть и во время интервью, и во время оспаривания в суде предоставить все возможные причины, чтобы остаться во второй стране. И в первом же интервью с властями хорошенько и детально объяснить все преследования, от которых вы бежите из вашей страны, потому что это тоже может дать большой толчок властям, чтобы решить рассмотреть ваше ходатайство об убежище в новой стране, несмотря на то, что вы должны быть отправлены в Польшу или в Италию, через которую вы проходили. Марит, а свидетельства правозащитников, которые ходатайствуют за какого-то беженца, они играют там какую-то роль? Как я уже и говорила, решение оставить вас во второй стране властями предусматривается как по личному усмотрению. Здесь никогда не мешают все доказательства, все, что есть у вас на руках, чтобы как-то доказать, что вам нужно сдаться именно во Франции. Но здесь, смотри, даже в случае отказа в Польше, окончательного отказа, например, ты считаешь, что этот отказ несправедлив, и что у тебя имеются довольно серьезные причины, чтобы опасаться каких-то преследований в своей стране, здесь обычно рассматривают не это, а рассматривают, почему мы должны именно рассмотреть ваше ходатайство об убежище, а не Польша или Италия или любая другая страна, потому что, в принципе, считается, что все страны Евросоюза должны следовать регламенту, следовать Женевской конвенции. То есть считается, что все следуют закону. В случае отказа в первой стране это, конечно же, не плюс. Минус даже, потому что уже у властей будет основание отказать. Первое основание уже отказать. То есть они будут ссылаться на то, что вы прошли все инстанции суда, эти инстанции суда действующие на территории Польши, на территории Евросоюза по закону. Они все рассмотрели ваше ходатайство об убежище и здесь приняли свое решение. Здесь уже, если только далее подать в Европейский суд по правам человека, может быть, на основании 6 статьи Конвенции по правам человека, что именно суд рассмотрел несправедливо вашу просьбу об убежище. Все-таки мы знаем очень много случаев, когда выносили несправедливое решение, и эти решения могли быть доказано, что они несправедливы, именно через Европейский суд по правам человека,
или же через комитет против пыток, да, тоже они могли там выигрывать эти дела. Да, То и, есть и это очень часто да, происходило. это часто происходило, но, к сожалению, в этом случае страна абсолютно не обязана вас оставлять на своей территории. Если вмешается ООН по правам беженцев по статье 3 Конвенции по правам человека, которая запрещает пытки, и что есть опасность применения к вам пыток в случае отправки на родину, вот здесь могут приостановить ваш депорт, пока вот будут идти инстанции и так далее. Но все это требует большой работы, это тоже требует каких-то денег. Люди обычно, которые находятся в больших городах, просто избегают власть и делают свое дело через ассоциации, обращаются к многим ассоциациям, которые часто помогают людям в этих процессах. Вот именно в Париже есть Amnesty International, люди обращаются с надеждой, что они дадут какое-то рекомендательное письмо или вот подтверждение, вот как это делает Мемориал или другие ассоциации, да, или Вайфонд, но они этого не делают. Ассоциация, которая находится в Париже, это помощь беженцам. Только помощь в проходе инстанции, процедуры. А с адвокатами помогают они там? Мы сейчас с одним человеком, который к нам лично к Вайфонду обратился, мы вот сейчас с ним работаем, и хотим именно спросить насчет адвоката. Они помогают вот в случае и пересмотрения, и в случае апелляции, отказа пересмотрения. Вот, нужно спросить насчет адвоката. Не думаю пока, что они могут отплатить расходы адвокатов, но, может быть, они вот свою какую-то юридическую помощь тоже предоставляют. Хотела уточнить тот факт, что когда идет первый отказ, затем апелляция и отказ от апелляции, люди вот хотят обратиться в Верховный суд, думая, что там тоже будет рассматриваться полностью их досье о просьбе об убежище, но важно знать, что Верховный суд не рассматривает уже факты, которые вы предоставляли в первой и второй инстанции, а рассматривает только нарушение закона первой и второй инстанции. То есть они рассматривают уже только, если было какое-то нарушение закона или в процессе просьбы об убежище, или вам не предоставили адвоката, или же если, например, были нарушения в сроках, да, то есть вам не предоставили достаточно времени, чтобы подать на апелляцию, чтобы защитить себя. Вот. Или же, например, суд слишком предвзято отнесся к вашей апелляции. Если была допущена какая-то ошибка в первом или втором рассмотрении, в первой или во второй инстанции, то Верховный суд отменит решение, то есть приостановит решение, отменит. Верховный суд, у него есть две возможности. Он может сам предоставить убежище человеку, то есть сказать, что были допущены ошибки, и мы решаем, что ему нужно предоставить убежище, и тут уже все окончательно, человеку предоставляется убежище. Или же Верховный суд выявляет ошибку первой или второй инстанции, и тут уже он возвращает человека с его ходатайством об убежище, опять же, к суду второй инстанции, но не в тот суд, который впервые ему вынес решение, а уже в другой город. Думаю, мы очень подробно все разжевали, все рассказали. Это довольно полезная информация. Сегодня мы от тебя получили, Мария Дейрис Хелон. Вопросов нету. Как странно, потому что очень много людей писали. Наверное, все-таки ответы они уже получили из нашего сегодняшнего эфира. В общем, думаю, можно сейчас уже закругляться. Этот эфир, как я сказала, будет сохранен на YouTube. Да, желаю всем тоже удачи. Да, это была серия.